тему сегодняшней проповеди назвал «Больше, чем просто слово». Вот. Сегодняшнее слово оно будет как в формате, что касается именно нас, людей, нашего взаимодействия словами между друг другом. Вот. И также, что касается именно Божьих слов, Слова Божьего в нашу жизнь. Окей? Аминь. Первый момент начну с понимания того, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Образ. Аминь. Кто здесь создан по образу и подобию Божьему? Поднимите руку. Не все, да? Ладно, я шучу. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Об этом нам говорит Библия еще в самой первой книге, в самой первой главе, 27 стих. Написано, что «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Собственно говоря, к чему я это? Бог творил своим словом. Аминь. Творил своим словом. И так как от начала мы созданы по Его образу, нам также дана власть слова. Но как часто мы задумываемся о том, что мы говорим, как мы это делаем, что мы слушаем, чем наполняемся, о чем размышляем. Не библейская часть проповеди. Раньше я думал, что, есть такой миф. Я думаю, вот после того, как я его озвучу, поднимите, кто придерживался такого же мнения, что вот в сравнении мужчина и женщина, женщина говорит больше, чем мужчина, кратно. Кто на данный момент думает, что это так? Я до вчерашнего вечера думал, что так же. На сайте РБК, я ради интереса загуглил, и на сайте РБК прочитал то, что на самом деле женщина в среднем говорит 16 тысяч слов в день, чуть больше. Мужчина говорит до 16 тысяч, в среднем у них разница в 500 слов. То есть, по большей части, это, видимо, миф о том, что женщина кратно говорит. Все, конечно, в индивидуальном порядке. Кто-то может говорить, какая-то женщина может говорить мало, а какой-то мужчина может говорить много, но не суть. Просто к тому, что в среднем человек говорит 16 тысяч слов в день. Вот. Но как часто, опять же, мы задумываемся о том, что мы говорим, как мы говорим, о чем мы размышляем. То есть тут игра идет не только в сторону того, что мы что-то изрекаем, но также, когда я, допустим, стою со Славой Ворониным, разговариваю на репетиции, я ему что-то говорю, он что-то говорит мне. То есть он принимает то, что я ему говорю, и я принимаю то, что он мне говорит. Вы понимаете, о чем речь? Аминь. Про силу слова, по-моему, Олег Иванович, 9 месяцев назад проповедовал. Кто помнит «Жизнь и смерть во власти языка»? Как-то так проповедь называлась. У него был пример, у него было видео с японским ученым про то, что научно доказано, как слова влияют на структуру воды. Кто это помнит? Вот. Я пересмотрел эту проповедь. Я с детства запомнил то, что у меня отец приводил пример того, что вот в 3 разных комнатах, которые отделены, поставили 3 стакана воды с рисом, если не ошибаюсь, и в них говорили. В одно говорили плохое, в одно хорошее, в одно ничего не говорили. И, соответственно, были разные результаты. Куда говорили плохие слова, рис завял или что-то в том духе. Но Олег Иванович привел более такой аргументированный, задокументированный пример. Поэтому это к тому, что смерть и жизнь во власти языка, и любящие вкусят от его плодов. Слава Богу. Вы понимаете, о чем речь? Вот. Следующий тезис, то есть с образом мы с вами уяснили то, что мы созданы по образу и подобию Божьему, то, что Бог творил Словом, соответственно, и мы также можем творить, но можем и разрушать Словом. Вот. Следующий тезис – это слово «сердце». Слово и сердце связаны напрямую. Слова, которые мы говорим, отражают состояние нашего сердца. Аминь. Слова Иисуса в 6 главе от Луки, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста». В светской аналогии этой фразы то, что на уме, то на языке. Вот. Поэтому подчеркиваю момент того, что
то, что мы говорим, отражает состояние нашего сердца. Вот. И я акцентирую на это внимание просто. Также спросите вы, бывают разные периоды жизни, в сердце не всегда, будем честны, мы люди, жизнь состоит из периодов, сердце не всегда находится в таком состоянии, как нам хотелось бы. У кого так бывает? Честно. Аминь. На этот счет я почему-то сразу вспомнил слова апостола Павла про то, что как с этой связью, как вот эта связь от сердца до выпущенных слов, как ее наладить и как первоисточник наполнять правильными вещами. То есть я вспомнил сразу Филиппийцам 4 глава 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте». То есть ваше сердце, оно же не может само по себе без входящей информации какой-то, без мыслей, без также взаимодействий с людьми, с соцсетями, с музыкой и так далее. То есть сердце нельзя вакуумировать же чего-то. То есть если вы ни с кем не общаетесь, если вы не читаете Слово Божье, то есть вам не приходят мысли, это не падает не падает внутрь вас. То есть если вы читаете Слово Божье, как вера у человека вырабатывается? Римлянам 10 глава 17 стих. То, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, понимаете, да? Сердце верующего не может, невозможно быть верующим без слышания Слова Божьего. То есть нельзя, если мы не наполняем свое сердце Словом Божьим, то, аминь, да? Спасибо большое. Вот. В этом плане, да, я лично размышляю о том, что Павел писал филиппийцам, что первое, что нужно делать, размышлять о правильном, о том, что истина, что честно, чисто и так далее. Вот. Что еще касается в жизни повседневности со словом. Бывает же такое, что, не знаю, встал не с той ноги, на работе кто-то не знаю, что-то тебе сделал, наступил на ногу, кто-то на дороге подрезал, кто-то вперед тебя влез в очередь и так далее. У всех нас бывает склонность, когда мы на чувствах что-то говорим, да? Особенно я, человек гор. У кого так бывает, что на чувствах что-то можно сказать кому-то? Аминь. На этот счет я тоже размышлял в Библии, как быть. Не работает же такая схема, что, знаете, я на чувствах сказал, значит, слово не имеет силы. Ты изрек слово, оно имеет силу, правильно? А то, что оно было на чувствах, это уже не важно. Что Павел пишет на этот счет? Я связал Соломона и Павла. Начну с Соломона. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Дополним словами Павла, финальной частью стиха. Евреям 5 глава, 14 стих. Что говорит? «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». То есть это можно выработать в себе. Это мы разбираем именно то, как мы руководствуемся, вернее, управляем словом в тех или иных ситуациях, когда какое-то давление извне происходит. То есть мы запомнили, да, что от избытка сердца говорят уста. Мы наполняем свое сердце правильными вещами, наполняем Словом Божьим. А когда приходят ситуации, где кто-то тебе наступил на ногу, ты такой, будь благословен. Вот. Это также можно в себе взращивать, о том, что правильно реагировать на это. Также почему-то просто это не из конспекта, я еще вспомнил про то, что в Библии говорилось, что незаслуженное проклятие не сбудется, что-то такое было. Да, просто. Вот. Поэтому, что касается сердца, еще раз, в том, что от избытка сердца говорят уста, также, что вера приходит от слышания, и нужно наполняться, помышлять о том, что истина, что честно, чисто, добродетель, похвала. Также, что
не на чувствах, не по плоти, но приучивать свои чувства навыкам. Дальше момент. Что касается Слова Божьего. Насчет него будет не так много, скорее всего. Вот. Что Иоанна 17 глава, 17 стих, написано, что «Освети истиной их Твоею, Слово Твое есть истина». Вот этот пункт называется также истина. Это что касается Слова Божьего. В конце я потом подведу. Я думаю, вы должны будете понять. Я очень на это надеюсь. Ладно. И также от Иоанна 8 глава 32 стих, что «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть Слово Божье нужно познавать, чтобы быть свободными в Слове Божьем. Аминь. Не словами какого-то другого человека. Потому что людям свойственно сегодня кричать «Осанна», а завтра кричать что? Поэтому именно Слово Божье, Божьи слова — это абсолютная истина. Аминь. Слово Божье также свет. Давид писал, что «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Во времена, когда, в периоды, когда непонятно, как быть, когда, опять же, вот есть псалом про то, что ночью плач, на утро радость, темный период, непонятные обстоятельства трудные. Что может быть светом в этих обстоятельствах? Слово Божье. То есть это еще одна такая, я не открываю вам ноу-хау, то есть это истина, которая была известна давным-давно, что Слово Божье — это истина. Аминь. И это свет. Возвращаемся к нашим, баранам, овечкам, говорится. Призыв к тому, чтобы с мудростью управлять нашими словами, нашими изречениями. То есть мы созданы по образу Божьему. Бог же с мудростью все делал, говорил, что-то у него не было, так и появился там Адам, где-то летает и так далее. То есть он все тык-тык-тык-тык. Поэтому я призываю также, чтобы мы в этом плане были, старались быть как Бог, что с мудростью управляли нашими словами то, что мы говорим. Тут в притчах очень много про это говорится, но я вывел 3 интересных местописания. Это 29 глава, 20 стих. «Видал ли ты, видал ли ты человека опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». То есть это, на самом деле, мне кажется, в последнее время в мире такая тенденция, это просто слово, это ты там блу-блу-блу-блу-блу. Да я сказал, не подумав, вот это вот все. То есть Библия нас призывает не быть такими. Вы согласны? Вот. Прям в краску загонять не буду, то что там на глупого. Я просто подчеркну чуть-чуть, что не нужно быть опрометчивым в наших словах, стараться. Вот. 15 глава, 1 стих говорит нам о том, что кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. В наше время, опять же, там амбиции собственные, где-то что-то. Возможно, тебе кто-то что-то сказал, будучи неправ, и ты вполне, по человеческим понятиям, вполне имеешь право сказать ему, что «да ты ту-ту-ту-ту-ту», без каких-то оскорблений, но подчеркивая то, что ты прав. Что? Вот. То есть оскорбительное слово возбуждает ярость. Стараться давать кроткие ответы, то есть сглаживать углы. Нужно балансировать, само собой, не в такие моменты, когда вас там уже, где все границы пересечены, но имеется в виду, что стараться не возбуждать ярость у другого человека, поскольку мы контактируем с людьми. И третий момент я добавил вообще просто в сочетание, сейчас объясню. По притче 15 глава 4 стих, то есть 3 стиха после, кроткий язык — древо жизни, но не обузданный — сокрушение духа. Также еще в притчах пишется, что унылый дух сушит кости и так далее. Почему вообще я
15 главу 4 стих выбрал, потому что здесь написано «кроткий язык древа жизни». Буквально за день до того, как я начал готовиться к этой проповеди, я посмотрел американскую комедию, светский фильм с актером Эдди Мерфи, называется «Тысяча слов». К сожалению, это Голливуд, там не без всяких непристойных, ну не то что непристойных, короче, Голливуд в своем жанре. Просто интересно, что небольшое отступление. Про то, что за основу взят Эдди Мерфи, он играет там продажника, если не ошибаюсь. И в начале фильма он такой приукрашивает, врет там и так далее. Он, знаете, стоит в Старбаксе в очереди, чтобы получить кофе. Хочет стать, его не пропускают, пускают в конец очереди. Он такой: у меня жена рожает. Все, его сразу пропускают. То есть как обращается со словами. И сюжет фильма закручивается так, что его жизнь связывается там с деревом. Каждое его слово — это один листик, который падает. И в конце фильма он просто совсем по-другому меняется. То есть, почему я сказал? Потому что просто вот в Библии написано, что кроткий язык древа жизни, и тут я посмотрел фильм, и у человека, получается, его язык связан с деревом. Я такой, ну интересно, просто показывается про то, как человек поменялся. То есть вначале, как он словами разбрасывался, и в конце, как он стал думать об этом. Вы здесь? Но помимо того, что нужно думать, что мы говорим, про то, что не нужно быть опроветчивым, также и приятное про наши слова. У меня ассоциация со словом «мед». Потому что в тех же притчах, 16 глава, 24 стих, говорится, что приятные слова, медовые соты, сладки для души и для тела целебны. Вот. Мед имеет два момента, на которые я хочу обратить внимание касательно меда. Это, не открою опять же никому Америку, про то, что мед, он вкусный, сладкий, в меру, опять же. И то, что у него есть лечебные свойства. Поэтому наши слова, они должны быть приятные, не льстивые ни в коем случае. Потому что это уже абсолютно другая крайность. Либо ты там, да ты там такой, либо ты, а вы знаете, нам это не свойственно, нам это не должно быть свойственно, лесть. Вот. Поэтому приятные слова, медовые соты, сладки для души и для тела целебны. И также еще послание от Иакова, 5 глава, 16 стих, говорит нам о том, что, подчеркиваю вторую часть стиха, обращаю ваше внимание, то, что признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. То есть свойство меда, то, что оно еще лечит. Что без слов молиться, да, можно, но имеется в виду, что нужно именно поддерживать друг друга. Что касается еще тоже светской части моих мыслей, на прошлый раз, когда я выходил проповедовать, я говорил про одну книгу доктор Гэри Чепман «5 языков любви». Кто-нибудь слышал? Какой первый язык там был? Кто-нибудь помнит? Слова. Слова, первый язык любви у Чепмана. То есть это литература, которая дополняет просто, как это не истина, не основа нашей жизни, но просто как дополнение. Там рассказывается про 5 языков любви, взаимоотношения между людьми просто. Это слова, это время, это помощь, это подарки, это прикосновение. Но я обращаю то, что начинается именно со слов, что наши слова, они ранят, могут ранить. Наши слова, они могут кого-то наоборот подлатать, так скажем. Они могут созидать, они могут разрушать, обращаю внимание. Следующий аспект, это такой же интересный. Он касается именно нас больше, знаете, как христиан на земле. Подзаголовок называется «Соль». Как вы думаете, почему? Есть мысль? Не. Сейчас объясню. Апостол Павел пишет, перед этим, мы не можем быть изолированы от этого мира. То есть мы тем или иным образом встречаемся, пересекаемся, работаем, служим, проповедуем. Это наше прямое поручение нам было дано, что идите и научите. Вот, поэтому мы не можем избегать контактов с неверующими людьми. Что апостол Павел пишет на этот счет? Что, читаем сначала в синодальном переводе, что с внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем,
слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот, то есть с внешними обходитесь благоразумно. Это что касается синодального перевода. Что касается нового русского, в общении с неверующими, дрожа временем. Комментарии богословов на этот счет мне стало прям очень интересно, потому что я про соль. Понятно, что соль имеет вкус — это дополнение. Первая соль, вот что, вот там, где приводился этот пример про соль, там какая погода была? Не север, точно. То есть соль для чего нужна была? Чтобы сохранить мясо. Да. То есть это не север был. Поэтому это первый момент, на который, само собой, я уже подумал. Мой отец мне, само собой, подчеркнул момент, что соль, она именно вот сохранить. Я такой думаю, ну, еще же что-то должно быть. И комментарий насчет этого стиха. Наше слово всегда должно быть с благодатью, приправлено солью, дабы мы знали, как отвечать каждому. Если наша речь всегда должна сопровождаться благодатью, это значит, что она должна быть вежливой, простой и понятной, христианской. Выражение «приправлено солью» может иметь несколько значений. Некоторые комментаторы считают, что хотя наша речь должна быть любезной, она в равной мере должна быть честной и нелицеприятной. Аминь? В Библии говорится, будьте нелицеприятны. Другие рассматривают соль как нечто усиливающее вкус. И считают, что Павел, это вот как раз то, что мы про вкус говорим, считают, что Павел говорит здесь о том, что наша речь не должна быть скучной. Это вот я смотрел одно время проповеди, и там как раз был такой момент, что касается именно вкуса, соли, слова, что когда только человек спасается, да, он еще, надо избегать супердуховности, но когда человек только спасается, он еще, знаете, вот у него остались привычки разговаривать более мирские, такие вот светские, и он рассказывает другим еще, знаете, на их понятном языке. А не так, что там, знаете, уже богослов стал, там, раб Божий, то есть общается уже на менее понятном языке для светских людей. И вот в этом плане имеется в виду, что одна из сторон про соль, то, что должна быть не скучной, не выразительной, бесцветной, а интересной и полезной. То есть это мы можем разговаривать, там, пойду в долину смертной тени, да Бог с тобой, Бог в помощь тебе и так далее. А людям, как бы они, знаете, это у них... Для них это скучно, может быть. Вот, поэтому, тут, опять же, что касается вот приятных слов, я нахожу связь в этом, но, опять же, не должно быть такого, что какой-то прям лесть какая-то. То есть тут нужен баланс. Вот. И пример про баланс благодати. И соли непосредственно это слова Иисуса. Богословы приводят пример, подчеркивают пример, когда Иисус сказал женщине, виноватой в прелюбодеянии. То есть баланс именно того, что Он сказал: «Я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши». В этих словах и благодать, и соль. Благодать в том, что я тебя не осуждаю, баланс. Но соль в том, что иди и не греши. Прежде всего благодать, а затем и соль. Это что касается вот, взаимодействий с нашим окружением, как христиан. Что касается, если по-простому, одним словом, 4 буквы, табу, что в Библии насчет слова не рекомендуется, что не нужно делать нам, как христианам. Это притча, 18 глава, 9 стих, о том, что слова наушника, они как лакомство, они входят во внутренность чрева. То есть Библия подчеркивает, что вот эти сплетни, все, это опять же слово. Все. И когда кто-то тебе что-то говорит, оно как бы так и манит. Это всегда интересно, там что-то такое. И Библия подчеркивает то, что они как лакомство для людей. Но этого нужно избегать. Аминь. Это что
что касается и по обе стороны, что и не надо говорить, и не надо принимать это. Что пишется Левитам, 19 глава, 16 стих, что «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». То есть это уже конкретно то есть не говори этого. Но это так, что прям, знаете, такие крайности, так скажем, что вот прям такой грех. Про сплетни, про вот это вот все. Но если более так мягко сказать, проактивно, в плане того, что не только не делай этого. Я просто читал Псалом 140, Давид пишет, что «положи, Господи, охрану устам моим». То есть он наперед это говорит о том, что «положи охрану моим устам и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым». То есть помним, да, то, что сердце и слово, они связаны. От избытка сердца говорят уста. И Давид пишет то, что «не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым». Вы здесь? Вот. Если сделать краткую выжимку этого небольшого слова, для себя касательно слова я сделал 5 тезисов. Я прежде всего как бы в свою жизнь это, можно сказать, проповедовал. Первый пункт, что слово мы можем как созидать, так и разрушать. Мы это все запомнили, да? Притча, 18 глава, 22 стих. Что это касается как и практических моментов взаимоотношений, вот человек-человек, да? Как вот есть там бизнес-то-бизнес, клиент-то-клиент. Вот. Как человек-человек мы можем созидать и разрушать наши взаимоотношения, так и в духовном плане то, что мы говорим, можем противостоять то, что Слово Божье — это меч. Понятно. Что касается также того, что мы говорим. Матфея, 12 глава, 36 стих, говорит нам: секундочку. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда». То есть я подчеркиваю осознанность того, что мы говорим, в благодати Божьей. О том, что все, что мы говорим, мы за это будем отвечать. Если здесь, на земном уровне, вот это не из разряда «раньше было лучше, доллар по 30, трава зеленее» и так далее, но раньше вот было само понятие даже там слово купца и так далее. То есть такой подход был, то, что ты сказал, значит, есть цена у этого. Вот. И в этом плане Библия нам также подчеркивает то, что за всякое праздное слово, которое мы скажем, мы дадим ответ. Что касается Божьего Слова, что, еще раз, Иоанна 17 глава, 17 стих говорит нам о том, что тезис называется, что только Божье Слово – абсолютная истина. Аминь. Что оно неизменно. И мы, опять же, в этом плане должны стараться быть похожими на Творца нашего, что по делу не меняться, как флюгер, туда-сюда. Вот. И наполнять их любовью. Также Иакова, 1 глава, 22 стих говорит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих сами себя». Это вот связь именно того, что мы наполняемся Словом Божьим, мы его слушаем, но мы также призваны исполнять его, а не только слышать и слушать. Аллилуйя. И думая, чем закончить, каким местописанием, потому что 4 тезиса я сделал, и думал, нужен 5 какой-то. Первое послание к Тимофею. 4 глава, 16 стих написано, что «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно,
ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть, подводя все, что касается Слова Божьего, что нам нужно вникать в себя, в то, в каком состоянии находится наше сердце, и вникать в учение, чтобы сопоставлять, сравнивать, что, ага, я не говорю поспешно, я не хожу переносчиком, я не пускаю внутрь себя какие-то сплетни, еще что-то. И что говорит даже, знаете, вот о таком ярко выраженном сплетне, вот всем понятно, да, что сплетни, что вот этот разговор, это прям плохо, да, это ярко выражено, это прям черное. Но также, в принципе, анализировать то, что мы пускаем в свое сердце, в свою жизнь. То есть если, вот знаете, я думаю, все согласны, что читаешь Слово Божье, наполняешься Богом, наполняешься Словом Божьим, благодатью, Его присутствием, в тебе меняется что-то, да? Все согласны с этим? Но мы же не только Слово Божье читаем. Вячеслав Валерьевич, вы слушаете музыку со словами? Вы читаете ленту новостей? Вы смотрите фильмы? Вы же все равно наполняетесь. То есть если Слово Божье чем-то наполнено, не чем-то, Господи, прости, пожалуйста, за такое. Если Слово Божье наполнено именно Божьим посылом, именно созидательным чем-то, то контактируя с этим миром, мы наполняемся, не только Божьим, еще раз я подчеркиваю на это. Поэтому, вникая в себя и в учение, вникать в себя, чем мы наполняемся, держать баланс в том, что иногда стоит, допустим, не смотреть фильм какой-нибудь, потому что ты понимаешь, что лучше почитать слово, послушать проповедь, на ночь поставить. Под это засыпается великолепно вообще. Мне вчера читали на ночь Библию, не мог уснуть. Действительно, не мог уснуть. Мне начали читать Библию, стих дня мне прочитали, одну главу мне прочитали, вторую я уже не помню, потому что я уже спал. Ой. Вот. Вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно. То есть это требует сил. Это не так, что ты раз в неделю почитал. То есть особенно я сам по себе могу это сказать, что я мониторю. Когда я не читаю Библию, когда я не слушаю проповеди, в зависимости от того, как вы едете, если вы там за рулем, то, конечно, не читать Библию, это небезопасно. Бог нам дал веру, но не забрал мозги. То есть там можно слушать в аудиоформате, слушать проповеди и так далее и тому подобное. Вот. Ибо так поступая, и себя спасешь. И вот почему мне прям пришло вот это вот местописание, про то, что тут именно подчеркивается, что когда мы изрекаем слова, мы же не в пустоту их изрекаем. Еще раз возвращаюсь к самому началу. Что когда мы с Вячеславом Валерьевичем разговариваем с утра, я говорю ему, он говорит мне. Он принимает, я принимаю. Не так, что я вот так ла-ла-ла. Поэтому это местописание подчеркивает, что и себя спасешь, и слушающих тебя. Понимаете, да? Вот. И в дополнении быть избирательным к словам в словах, наполнять их любовью, мониторить то, чем вы наполняетесь, наполняйте других. Вот. Аминь. Поэтому я вас ободряю, потому что... Можно вас попросить, Анна Михайловна? Спасибо большое. Потому что я вас ободряю, что в наше время, я говорю, мода есть на то, что вы не задумываетесь, что вы говорите, а просто сказал все. Вы не задумываетесь, что вы слушаете. Откройте чарты музыкальные, уши вот так вот сделают. Вот. Люди
не всегда находят время и силу на то, чтобы наполняться правильными вещами. Вот. Подводя итог о том, что вот подходить к этому более осознанно, как и в хорошем смысле слова, с благодатью о том, что мы можем поддерживать друг друга, о том, что мы можем созидать наши взаимоотношения, но и давать себе отчет о том, что мы сказали что-то. Опять же, знаете, вот, возвращаясь к 5 языкам любви Гарри Чепману, вот, Вячеслав Борисович, да простите вы меня, но сегодня вы моим примером будете, да? Вот. А можно тебя на сцену попросить? Можно, пожалуйста? Яркую иллюстрацию для сравнения. Вот я приведу вам пример. Вот я говорил, что там есть 5 языков любви, да? Первое — это слова, второе — это время, третье — это помощь, четвертое — это подарки, и пятое — это прикосновение. Вот, допустим, у Вячеслава Валерьевича, у него язык любви — это слова, да? А у меня язык любви — это прикосновение. То есть, если мне плохо, Вячеслав Валерьевич меня обнимет, да? Я чувствую, что он меня поддерживает, да? Позвольте. У Вячеслава Валерьевича язык любви — это слова. Для него это особо воспринимается. И в этом плане вот мы с Вячеславом Валерьевичем, там, не знаю, у нас с дядей Славой, мы, не знаю, ноты не поделили с утра, и он-то ко мне нормально относится. Я понимаю, что, вот, допустим, язык любви мой — это прикосновение. И если бы я хотел, допустим, даже неосознанно выразить как-то свою реакцию к нему, там, допустим, толкнуть еще что-нибудь, там, ну, что-то такое произошло, да, нормально все. Он это воспримет даже не так больно, если я скажу: ой, ну и все. Понимаете, да? И с моей же стороны, то есть, если он мне там сделает: да ладно тебе, с пренебрежением, мне это будет неприятно. То есть я подчеркиваю про то, что слова, особенно у тех людей, у кого язык любви слова, это прям воспринимается, знаете, именно вот с я про человеческие взаимоотношения говорю сейчас особенно. То, что вот еще личный пример, спасибо большое, Вячеслав. Личный пример с моей будущей женой. Мы находимся за 7000 километров друг от друга, и Бог дал нам также вот в этом плане идентичность, что и у меня слова для меня крайне важны, и для нее важны. И это как раз-таки тот инструмент, которым Бог творил землю, мы с ней сейчас творим наши взаимоотношения на библейских основах, на Слове Божьем. То есть она, наверное, смотрит сейчас это. Вот. Она как раз-таки читала мне Библию на ночь, чтобы я уснул. То есть мы не можем быть рядом, но Бог дал нам Слово, Он дал нам пример. И мы созидаем наши взаимоотношения, даже учитывая то, что мы находимся далеко друг от друга. Но мы можем и разрушать. Когда у нас с ней у нас 6 часовых поясов разница. Я прихожу домой вечером уставший, она хочет поговорить о том, как у нее проходит день. Я могу сказать: ой, да, давай потом, отстань, я спать хочу. Любимая, прости, это пример. Вот, но, если я так скажу, я достану кирпичик из наших взаимоотношений. Вы понимаете, да? Хотя это просто слово. И опять же, чувство навыкам приучено, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть я понимаю, что да, если я сейчас это себе позволю, это ни к чему хорошему не приведет. Хотя это просто слово. Люди бросаются ими на ветер. Поэтому еще раз подчеркиваю о том, что мы знаем это. Аминь. Вы же знали это, что жизнь и смерть во власти языка, и что мы можем творить и разрушать. Я просто подчеркиваю, что нужно запомнить это, придерживаться этого. О том, что мы можем созидать и разрушать, что за каждое слово, которое мы скажем, мы дадим отчет. Что только Божье Слово — это истина и свет. Аминь. Да. И давайте же будем исполнителями
а не только слушателями. Потому что как раз-таки, понимаете, да, связь, что если мы будем придерживаться, то как бы уже шажок есть к тому, что мы не просто слышатели слова, но мы делатели, если мы правильно им распоряжаемся. Понятно? Объяснил. Аминь. Давайте встанем и помолимся.